Машину, груженную овощами, в администрации Малгобека в сезон сбора урожая встречают каждый год. Лук, морковь, картошка, капуста – все свое и без химикатов. Бенали Халелов уже несколько лет подряд возглавляет национальную общину турок-месхетинцев нашей республики. Поделиться результатом своего труда для представителя этой общины всегда в радость. Мы решили так немножко собраться с каждого человека, кто что может. Не говорим, вы столько дайте того, столько, чтобы дал. Ну, от души человек что хочет дает. И даже уже не я говорю или другие, уже люди сами приходят, говорят, ну когда ты собираешь, когда ты организуешь, давай быстрее, это заканчивается, мол, давайте сделаем. Если это благое, угодное дело, конечно, мы думаем, пока здесь живем, будем жить вместе, дружно, в солидарности и будем делать, иншаллах. В Ингушетии турки-месхетинцы живут с 1989 года. Осесть в этой местности их заставили волнения в Фергане. Их историческая же родина – турецкий город Конья, известный плодородными землями. Как говорит Бенали, любовь к земле у них в генах. И куда бы ни закинула судьба, руки тянутся к ней. В Конье живущие люди, они земледельцы. Вот и мы, хоть куда нас перекиньте, мы просто с землей связываемся. Как говорится, земля – это мать. Мать всегда своего ребенка кормит. Вот так и получается. Помощь, которую оказывают месхетинцы, не разовая акция. Благотворительные мероприятия, инициированные местной общиной в Малгобеке, проходят ежегодно. Вот уже на протяжении нескольких десятков лет. Так, часть этой помощи традиционно отправляется в районную больницу. Нам очень большая помощь. Это кормим больных, делаем блюда разные. Такой набор недели на 2 нам хватает. Приятно все, что нас вспоминают, что возят, что помогают нам. Не забывают здесь и о нуждающихся. Их списки составляют местные администрации, чтобы потом развести помощь по домам. Есть определенная часть людей, которые нуждаются в этом. Вот в основном эта помощь чисто только доводится до нет. Мы эти списки согласовываем с имамами нашей центральной мечети, потому что они знают, какие люди в чем нуждаются. Исходя из этого, значит, были составлены списки, и начальник отдела, значит, проводит это, и сотрудники отдела социальной защиты проводят вот эту большую работу, разъезжают и развозят эти продукты. Такие акции способствуют сплочению народов и подают добрый пример. А организаторы обещают, помощь дойдет до каждого, кто в ней нуждается. Тамара Хшагульгова, Магомед Шаухалов, Новости 24.